Гуляют всем. В городе воинской славы сегодня по-особому многолюдно отмечают юбилей родной Ингушетии. За любовь и верность, медали за создание крепкого тыла и содействие развитию полноценного общества. Акция «Проверь свое здоровье» прошла в селении Средние Чулуки. Рустам Албагачиев расскажет о пользе такой профилактики. Здравствуйте, это новости 24. В Малгобеке прошли торжества к 25-летию Республики Ингушетия. В городе воинской славы организовали для жителей концертную программу, провели народные гуляния, открыли спортивный объект и даже припасли подарки для братьев наших меньших. Досталось всем. Индира Ванкиева расскажет. Держи. Домики, еда в городском парке Малгобека для 10 хвостатых новоселов предусмотрено все. Такой необычный подарок местные власти преподнесли жителям в рамках Года экологии и юбилея республики. Акция приурочена у нас к Году экологии. Мы приняли такое решение. Раньше в этом парке, говорят, были и белки, поэтому мы решили возродить это. Поэтому принято решение. Нам в подарок один из бизнесменов подарил 10 белок, домики сам изготовил. Вот мы их здесь устроили, будем обустраивать быт и белок, и всех, кто в этот парк приходит отдыхать. Здесь и депутаты молодежного парламента при Народном собрании республики пушистые обитатели парка, получив локальное гражданство, требуют к себе особого внимания. Отмечает Хава Евлоева. Молодые депутаты обещают, будут приглядывать. Я, как жительница этого города, также приняла участие по запуску одной белочки. Я буду частенько приходить сюда и навещать свою белочку. А рядом в сквере уже празднуют день рождения республики. Местные власти организовали для горожан концертную программу. А почетных жителей города, отличившихся в той или иной сфере, награждают грамотами. Как жители города повсеместно носить свой вклад в развитие региона. Еще раз хотел бы вас поздравить с праздником, дорогие малгобечане. Счастья вам, здоровья, удачи на всех. Самым вкусным лакомством, мороженым радуют детей, а изыски национальной кухни может попробовать любой желающий. Рядом выставка изделий из глины и бисероплетения. Авторы многих этих работ – учащиеся городского центра творчества. Мы занимаемся вообще в разных направлениях, делаем поделки, с детьми работаем в основном. Для того, чтобы любую из этих картин сделать, да, не один день требуется и не один час. Работу с детьми делают руководители. Хорошее настроение и добрые пожелания. Сегодня все слова поздравления в адрес родной республики. Республика 25 лет духаят. Духом ходят в имях. Ходят в хамбу басибир. Ах, вот шедезерцы у республики бах балаха. Пачаха. Траш был хакимизер. وبلغت أهلي بلغ وسك دياق الوتاس إرجع دياق البار خلطها دال متك تاوي الآخر فين بسارية تحتي واش خان دال دكما سونا خدا دكما دك خديه إرز أتو خلفي خذ خيل وناديهم الدنيا شوين بركة يبدل بس دقوقوش هاردينا ويموه خذلوش طوالوش حبواش إرز أيق داخل دويدي كون دكتير دي حكاية إيش تقول Хочется мне сегодня в День Республики первым долгом поздравить его, Юнусбека Абаматгиевича, за его кропотливую, огромную работу для наших жителей республики. Много новостроек, детских садов, школ. По приходу его на эту должность республика просто, можно сказать, расцвела. От лица молодежи хотелось поздравить свою любимую республику с днем рождения, пожелать ей процветания, мирного неба над головой, благополучия. В Республике Ингушетия произошли существенные изменения. Республика развивается в нужном темпе. И я поздравляю всех жителей с этим днем и знаменательным днем. Я хочу пожелать всем жителям мирного неба над головой, счастья, удачи,
И, конечно же, со дня образования республики у нас были какие-то проблемы, были какие-то недочеты. Но я хочу пожелать всем жителям, чтобы вместо того, чтобы они считали эти минусы, делали хоть что-то, чтобы каждый минус исправить, и чтобы этих минусов и социальных проблем у нас было меньше. Родному краю каждый желает жить в мире и созидании. Еще одним подарком для горожан стал вот этот вот стадион. Теперь у местной команды появилось место, где они могут тренироваться, а обычная детвора может здесь оттачивать свое футбольное мастерство. Пилотный проект в поддержку детского спорта запущен компанией «Стройгазкомплект». В республике много ребят, желающих заниматься спортом. И порой единственное, чего им не хватает, так это поддержки взрослых. На месте побывал и глава региона. Надо дать поручение, просто подъезд площадку земли. Рядом зона протяжения, рядом аркадную площадку поставить, комплекс там что делать. Хорошо, молодцы. Спасибо вам, поздравляем вас с 25-летием республики. «Стройгазкомплект» вышла с предложением, что есть вариант инвестиционного вмешательства, да, как это называется сейчас? Ну, у нас появилась возможность, да, есть и желание, да, сделать немножко в городе, облагородить вот это место, поэтому собрались. Сначала это было джентльменское соглашение, потом оно переросло в контракт, который заключили, и люди, видите, вы построили сегодня настолько привлекательно, настолько для города, я слов не могу найти, это очень большой подарок городу, я благодарен от всей души. Это далеко не все подарки, которые власти планируют преподнести малгобекчанам. В скором времени город украсит новый сквер и памятник герою России Ахмеду Катиеву. Индира Манкива, Майрбек Миржоев, Новости 24. Аналогичный спортивный презент преподнесли и ребятам из селения Гамурзеева. Там тоже открыли футбольную площадку. Это поле с газоновым покрытием и площадью 40 на 20. Освещение по периметру позволяет проводить тренировки и в темное время суток. Так привлекают молодежь к занятиям спортом. Такие площадки в будущем появятся и в других районах республики. У нас есть инвестпрограмма, утвержденная мной. В рамках нее мы построили уже 2 площадки. Это первая. Сейчас мы будем открывать вторую площадку. Если все сложится и все будет хорошо, то мы будем ее развивать и в будущем году также. Первая социальная значимость этого объекта – это подрастающее здоровое поколение, уважающее спорт. Как мы знаем, спорт воспитывает дух, спорт воспитывает уважение друг к другу. Спорт – это сила, спорт – это Россия, спорт – это Кавказ, спорт – это Ингушетия. Юбилей Ингушетии – праздник, который основан не только на торжествах и самом поводе, но и прежде всего на ценных подарках для жителей республики. Об этом мы уже говорили. Так, в этом году был открыт целый ряд социальных объектов, среди них и дома культуры в селениях Галашки, Сагапши и Кантышево. Саид Куштов оценил, чем уже удивляет новый культурный центр. Краски, кисть, карандаши, чтобы не просто что-то нарисовать. Одну из своих первых картин маленькая Элина решила посвятить юбилею родной республики. Она рисует ингушские башни, и это только начало к большим достижениям. Я рисую рисунок для 25-летия Ингушетии. Я нарисовала Галаш, горы, старика. Новый дом культуры для жителей Кантышева стал самым приятным подарком на юбилей республики. Детей больше всего привлекает изобразительное искусство. Здесь учат выражать свое видение на полотне. Конечно, чтобы называться художниками, ребятам еще учиться и учиться. Но это маленькое творческое начало. Путь к нечто большему, уверенные наставники. У нас очень много талантливых детей, особенно в этой сфере. Я имею в виду изобразительное искусство, рисование, да. Мы работаем не так давно. Мы очень рады, да, что у нас есть такая возможность сейчас. Вот Дом культуры у нас, да, открылся. Как видите, мы уже готовимся к 25-летию. Национальный танец всегда считался неотъемлемой частью культуры наших предков. В зале рядом грациозными движениями обучается еще одна группа. Юные джигиты и горянки проводят тут время с пользой и удовольствием. Я занимаюсь танцами уже давно, потому что я очень люблю танцевать. Мне нравятся ковырялки, ингушские танцы. Если раньше репетиции приходилось проводить в школьных маленьких кабинетах, то с открытием Дома культуры у юных талантов появился свой собственный зал для занятий хореографией. Заниматься мы начали еще в школе, когда у нас, просто для себя,
на кружке. Вот так как у нас сейчас нам подарили Дом культуры, мы с удовольствием начали сюда ходить и готовимся. У нас больше детей, так как они сейчас в лагерях разных, поэтому их только 6 девочек. Не секрет, что с появлением девайсов, компьютеров и всевозможных гаджетов читатели все меньше обращаются к мудрецам в переплете. Но этот факт уверенно опровергает библиотекарь. С открытием ВДК библиотеки жители не нарадуются, что появилась возможность духовно обогащаться литературой как зарубежной, научной, так и русской классикой. Детективы есть, художественные есть, детская художественная есть. Фонд Сорос. Мы получили новую литературу. Читают, ходят, посещения. Студенты ходят, студенты помогают. Вот все шедевры русской литературы, энциклопедии, основной классика у нас есть, большой фонд. К 25-летию республики подарок в виде нового УДК получили жители сразу нескольких сельских поселений. А для юных талантов это хорошая возможность научиться делать первые уверенные шаги в творческий мир. Саид Куштов, Рамзан Миржоев, Новости 24. Во Дворце культуры Назрани чествовали семейные пары, переступившие рубеж серебряной свадьбы. Это значит, прожили вместе 25 лет. Число, которое в этом году для региона юбилейное. Мероприятие ко Дню семьи, любви и верности объединило 70 крепких ячеек общества. Репортаж Зульфии Мислауровой. Инвалидное кресло в первом ряду заметно сразу. Исет Зейтова пришла на торжественное мероприятие впервые. Мать большой семьи, бабушка 17 внуков. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, сегодня с ее лица не сходит улыбка. Муж у меня хороший, тоже Зейтов Хамид Рузбанович. 7 детей у меня, 17 внуков, 2 снохи. Самая молодая пара здесь – ровесница республики. 70 семей, как самый лучший пример для молодого поколения, съехались со всего региона. Среди них 4 признанные на всероссийском уровне эталоны семьи. Списки нам подавали главы администрации населенных пунктов. Из них мы выбрали 70 семей. Они были награждены памятными медалями, памятными подарками и цветами. Также этот праздник совпал в канун 25-летия нашей республики. Что я хотел пожелать? Процветания нашей республики, здоровья, счастья нашему народу, всех благ. На этом празднике рекордсмены Гайсановы. 51 год вместе, и это только по документам. Даурбек и Тамара расписались гораздо позже, чем сыграли свадьбу. Последние 4 года Тамара на диализе. Женщина тяжело просто передвигаться, но ей не страшен никакой недуг. Она вырастила 5 детей, а сейчас воспитывает вдвое больше внуков. Своим секретом прочных уз чета Даурбековых считает четкое разделение обязанностей. Все время на работе был. Она хозяйничала. Правда, я был за Грозным, там работал все время. И потом уже здесь, в Назрани, уже лет 56 лет работал. Букет цветов для каждой мамы, памятные подарки для всей семьи. 9-ю годовщину семейного праздника в региональном Минтруде решили отметить с особым размахом. Настроение в зале создают самые талантливые и звонкие голоса республики. Особого звания «Золотая пара» удостоилась творческая чета Хадиевых. Глава семейства Муса – основатель Республиканского театра юного зрителя. Его вторая половина Лейла – актриса, всегда рядом и дома, и на работе. Они познакомились 32 года назад. Я пришла на спектакль «Коварство и любовь» Чечено-Ингушского драматического театра. Увидела там Мусу и, соответственно, наверное, вот с этого момента, с творческого, и началась наша совместная жизнь. Сейчас у них 3 детей, правда, все как один. Ни на театральную, ни на какую другую сцену подниматься не собираются. Знают по опыту родителей, что видеть семью будут нечасто. И несмотря на это, у Хадиевых ценятся семейные традиции, своеобразный фитиль доверительных отношений в семье. Мы собираемся у нашего дяди и ужинаем вместе, отмечаем день рождения, проводим веселые компании. Семья – это стартовая площадка для развития страны, и те ценности, которые закладываются в узком семейном кругу, рисуют вектор развития всей нации. Зульфия Мислаурова, Султан Булгучев, Новости 24. О согласии и терпимости друг к другу не только в семье, но и в обществе в целом призывают и духовные лица республики. К жителям обратились помощник-советник главы по делам религии Магомед Албагачиев и начальник управления по делам религии при главе Ингушетии Али Котиков. طبعا ويني ظلم جدا ليه جدا ظلم جدا عم زين دوقت عليه والله بحن سؤال عليه ظلم دقت والله عليه تحق بيمر حدث عليه الصلاة والسلام مسلم ديس حدث ده أبيز الغفار يا شو أصحاب سووا عندي على بيمر أنتنا
دال يوخ ياش حدثته دال يوخ سين ديغت ظلم حرم ديات شون يوخ دال سلياش ديغت ظلم حرم ديات شون إز شاني حرم ديات تاش ظلم مديل جوخ دال ظلم مديل أن حد واحد قرآن آية تجا دال قرآن شبيلق ديها وين حبيلق ديها تنجا لا تسافر حد زوق دوخ ظلم در خاصة ده ظلم دي بقيات وانت حرم ديها ده تسوي ده ظلم حد يعرف سجى ما الله دي تنجا شيء دي هنا شيء بيختق دي وقتي ظلم تنجا ديجتش از بيختق وقتي دي حق دوش تبارز سندي دوغ تعز در عادل دوي طبعا في ميخ كلاش تاع وقت نظام دوي ناغ شاش كدي تنجا بيخ دوي از وی لردش بعد از ظلم دي هون ديجتش از محنك دوج ظلم دي تا ميخ بار و ميخ قوي بوسم نقبلي كرس نقبلي تا بوسم نقبلي حترك بشتي عن ويدي هوندا طريقة باقي صباح اشتت حتى يقيدي هون ما بي بيخ باش مي نخ مالله شادي هون ظلم قراد مالله دوجد سجدي حق دي هون شينه جستر هون وات سولق بعد ياش تا مالله دوجي ظلم ديجتي هون از دي هون تن از دي هون شي اجوخ ياخ شي ديار ظلم حجه دي هون تن دوار دي هون تن بيختق اطور از دي هون تن دي هون دوار ده حمد تعذرت ادا حضر يهود از مسين تعتر خلدي يجدق بو نظام لورد ديجده توش وين تغن وين مخلاش داست صورتس اسفيا ناقيت ده فيديو ده حنحتاج ديات الظلم ده مثلا دي هون حجم دي وسوق ديات الظلم يا بدل حجم دي وسوق ديات الظلم يا طريقة بواش بدا سوني بوجنا ديات الظلم ديان يا سلفي ديات ترجق تغديق بين خوش ديان يعني قالت نيس خد ديات ديان حنو ديات ظلم يا البوش ديان محمد ديات الظلم ديان يوان يدي ايوان ديات الظلم مالاش ديات لي يا نشي تصيا قش ده بقش صرا ديان او سوق ظلم ديات شي ظلم حجه ديان مشيت اواري خلط مثلا قارق مال خلط قارق بتغن من يغد ظلم جي بعم يقالدر خلط يصح شوان خلص يتيكا شوا خلص والله دو بحث زوم شي ديجا سك دي حني اختي سك تيب تسياقا شي تسياقا دي تسياقا بس يا دي انز دي انا قلش بيج وقت شي تسياقا يسك دي انا دي زوم موديل موزوم دياتو خاصه دياتو دي هم دا شي انت حرم دي هم دياتو انا از دي انا بلغ ياقا ادوان يا شي لوت لا تشول بيج ولي زغت تقتيج ولي قد دي قدر الحمد لله دي ميق دي امام دي تا شريعة حبيخ ديان ظلم ديان شريعة دور زخيتش از ديان قصو تجويتش يرتا يا يرتا دا يرتا اخوات ديان ديان از دوازو دلي مالله دا ظلم دلي از وی لورد تي حدثت يعني نخ عبيق بيقش قميال دره مالله تشدوي تاخن ديان از نيستاس ديان تاخن تواش نيستغل گيناش بلغ دا لورد تون تاخ ديان تاخ ميخ ديان دا اهل السنه والجماعه بي سوني بواتش بيا قميالش دوين إذا بيرج عمدا تغن تا بيلم بقدلش قميالش دوين تغن درجة سوني تش دوين أقوي بيدي بسم دقيقة يقدر ديان شيء تسوني تش بابا تغن وين بيخبار بسم دقيقة ديال صعب الش بقش بناخه برج سوني تجبه تأخذ يعني أهل السنة والجماعة ب واتس يا شو ديو شيء واتس حن واتس خود مديديون تغن أسوق حقيقي برج أهل السنة والجماعة بوي سوني تش دوين واشي ديان ديق دل ديش دات سوي از ديقر نيس دات مولوش داز از ديق بيقي ديان نيس دات زوم ديا سر ديان يوخ ياغاز از ديان دال حرم ديان مديان حم اسنتي حرم دات شانتي حرم دو از دال ياخ ياخجه زوم حد ياخ سك فيرس دالي قارق مصدري ناركوتري ديان اوبوتبلينيلي يت محبت ول يدي يوخش دالي تاويج اواري جلي تان ديان اواري دو نخ بوي لورد ديس كزولما يخدا يقيتيس سو انو حد بيان بوجناخه ناها ديان يقيقش قميات تجباب دا وميخ زولم دا دوقلت دا وبرتا چو بولب از بيختق مش اوتجو سغ شي ديان دي زولم بورمي دا شي بيخقمي قلصس بولس وي وميخ دا خجدو ناخ مشت يا چه خيتر گه نگه واتر واشي گرگلو يا چناخ داتوي اخ цолсо گرگلو خالر سو ديان çadın doluş 사대알 올ış, 사페이머 올ış, 사꾸르안 올ış, 사끼블ат 올ış, 사마삽 올ış. Hani alçı emek bağış bonağı bir gece al el çıkarsa açtık diye şabi üçün mazhabad olış nahmedi ve emek dağırıcı. İşte nahdi ve
ах вай пачахалқи юлжи вай маттиг юлжи вай бузум болжи да хажнахды вей ах дихр маладыр дихрдер таган вей кертилатыр болж алнаха вей имамышки вей дин духл кертилатыр болжнаха شيء واشي غلق لاتسر جو دي هردر دي واشي غلق لاتسر واشي ازديل خلر واشي بوزم خلر نغاسنه ويني دي جادو جدول شمنغا دنس دوزدن دوزدول شمنغا ديك المجدول جي ديك الله بولج متك جي وي مخ دي هن ويلق دي جادو جدول هم واش حدوس دواشلو دولجي تونغ بركت بيت يت اتو بولج متك وير ادي هرمالادر دي اتشي نغاسن شاشتي دي جادو جدول هم يواشي تتوم بولج دو هم يواشي تمي جدول هم أخوجش إنترنت هماش دعشقوشش قمال تعديهم تعديش أغو قاريو أسقمال يو حادج على دي هنا ويقمن عادة دلتشي ويدي ديش كعديهم ويدلج دلتش هم دلتشي ويقي حال خندواتش وينيقي خال ميج دواتش دلتش همنا همدش نجاها بلغل همدلي دلا أو همن رياض واتسع يا همدي ونيش داتها وهمنا خارج وها سك حد بيها يسق والشي دين اللي دات وها شي هم دقواستي ديس داتن ديس حق اقدي ديس اختهن لاتج دو همش دي يالچه صندينا صنر دو داجدو اخ شالاخ دي هندينا و قردو يو حجدو اخنا بيرلج بعد ناه ملبر على توام بواتش دو همد تدوشكي برت خلر دي خرقاش دي هنا وي نيغي لاتش دول شمنغا برت خلر بيزم خلر واشي داشش خلر واشي تيشش خلر واشي مگيش خلر اشتقيكر اشتيهر درقس. Масштабный субботник провели в Икажеве. За уборку во второй местной школе, пострадавшей от недавнего наводнения, взялись совместно администрация села и коллектив школы. Привлекли несколько единиц техники, привели в порядок не только территорию самой школы, но и прилегающую к ней. Убрали поломанные ветки деревьев и мусор, оставшийся после стихии. И на этой территории школы наведен порядок, полностью вывезен мусор, вывезен земля, сель, которая была после паводка. Я хочу выразить огромное спасибо всем представителям, которые проводили субботник и оказали помощь нам, администрации, и жителям улицы Бекова. «Проверь свое здоровье». Такая акция прошла в селении Средние Чулуки. Медики провели обследование жителей близлежащих сел Молговекского района. Можно было измерить артериальное давление, узнать уровень холестерина в крови и получить консультацию специалиста. Руслан Албагачиев расскажет, как прошла такая диспансеризация. Как защитить себя от рака? Всероссийская акция «Я выбираю жизнь» набирает обороты. Сегодня к ней присоединилась Молгобекская районная центральная больница. Обследование терапевта, онколога, невролога, УЗИ. В общем, полный цикл. Цель акции – раннее выявление заболеваний, что является залогом эффективного лечения недуга. На призыв медиков проверить свое здоровье сегодня откликнулось немало людей. Кого-то мучает боли в желудке, повышенное давление, а кто-то решил просто не упускать случай и лишний раз прислушаться к врачам. У Марии Потиевой сахарный диабет. Частые головные боли и слабость подтолкнули ее, если не сходить в больницу, то хотя бы в рамках акции обратиться к медикам. Вообще собиралась в понедельник ложиться здесь на лечение. 2 раза в год я лечусь. И пришла сегодня, чтобы обойти узких специалистов. Я болею сахарным диабетом уже 12 лет. Инсулинозависимая 3 года. 14,7 сахар. Очень много у нас больных с декомпенсацией. Это значит, что люди не соблюдают ни диету, ни вовремя не принимают лекарственные препараты. Сейчас пациентка у меня комбинированная патология, у нее она оперирована стромэктомией, это удаление щитовидной железы плюс сахарный диабет. Вроде преподаватель, учитель, но декомпенсировано. Измерить артериальное давление, узнать уровень холестерина в крови или получить консультацию специалиста. Сегодня может каждый желающий без предварительных записей на прием к врачу. Шейхова, УЗИ щитовидной железы вы сделаете здесь. Как раз у нас Марина приехала. А гормоны щитовидной вы приедете в Молгобек, сдадите с вены кровь. После этого подойдете ко мне, хорошо? Очень хорошо, что они приехали сюда. Нам помог, потому что не надо было там туда поехать. В своем селе легче.
пойти, пройти, назначение делать, пройти, врач хороший. Медики отмечают, что онкозаболевание зачастую протекает без внешних признаков проявления, поэтому больше внимания уделяется выявлению именно этих недугов. В первую очередь внешне, это нужно посмотреть кожные покровы. Сегодня у меня была женщина, у нее была подкожная гемангиома. В принципе, я бы ее и не увидела, если бы не стала поснимать верхнюю одежду, чтобы посмотреть молочные железы. Так мы смотрим молочные железы, щитовидную железу, лимфоузлы, которые доступны пальпации. И у пожилых обычно я смотрю полость рта, потому что у них и кариозные зубы бывают, и протезы в полости рта. Онкологические заболевания находятся на первом месте среди заболеваний в мире. У нас очень часто выявляются случаи на 3-й, 4-й стадии, к сожалению. И вот с целью раннего выявления мы сегодня проводим акцию на базе Ачилукской участковой больницы. Почему здесь проводим? Для того, чтобы населению было удобнее, было рядом. Значит, мы пригласили на акцию население средних, верхних, нижних Ачилков. В рамках акции автолюбители уже по традиции тоже не отпускают без памяток и листовок с информацией о симптомах заболеваний, а также приглашая их на медицинское освидетельствование. У нас проходит акция «Я выбираю жизнь». Вы можете пройти обследование в нашей Ачилукской больнице, чтобы выявить заболевание на ранней стадии. Руслан Албогачиев, Тимур Карахоев, Новости 24. Творческий вечер, посвященный памяти известного народного писателя и поэта Саида Чехкиева, прошел в Центре культурного развития. Вспоминали ингушского классика его коллеги, друзья и родственники. Саид Чехкиев – автор свыше 30 поэтических и прозаических сборников. Занимал должности министра культуры Ингушетии, главного редактора республиканской газеты «Сердало», директора республиканского кукольного театра. Ушел из жизни народный классик в октябре 2008-го в возрасте 70 лет. Я с ним лично был знаком, и мне человек очень дорог. Он оставил вот такой светлый след в моей жизни, в моей биографии. И я вот этот след, который он оставил, до сих пор во мне светится, понимаете? Вот до сих пор я отношусь к нему как к своему близкому человеку. В своих замечательных произведениях он сумел это так прекрасно отразить, создать такие многозвучные, колоритные образы, которые и сегодня играют огромную роль. И по ним нынешнее поколение писателей учится, как словом нарисовать портрет человека. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.